Четко. Не зависает, Ибраим? Ибраим, картинку, потом вот эти два куска можешь объединить и сделать одно видео? И на заставку поставь нормально, а то там слышно, видно. Все. Ну, хорошо тогда. Надеюсь, здесь сейчас наши все подтянутся. А, Валейкум ассалам. Сегодня мы вот зачитали, как говорится, об оружии. Да, не касается. Задавайте вопросы, если есть. Общайтесь, задавайте вопросы. А иначе я смотрю, когда я что-то зачитываю, вы теряете что-то. В пятницу же вы были, обычно звук был очень слабым. Я не знаю, что здесь. Здесь зависает, там звук слабый. Не знаю уже. Вроде бы стараюсь по максимуму, но... 37 было здесь, зайдут сейчас, норм здесь. Хорошо. Не, Шейла, чубур будешь? Так, пойдем. Перебазируемся. Обычно подтягиваются к утреннему, когда начинают так. Это не бой, мать я. Бой присылают. Есть в старых арабских источниках упоминание о чеченцев не как горцы или кавказцы, а чеченцы. В старых арабских источниках есть дзурдзуки. Вот. Арабских источниках я не видел. Есть как сасаны. Вот. Я таких источников не видел, не видел таких источников. Чего не видел, того не видел. Я единственное период татаро-монгол видел. Вот. Есть ощущение. Для эфиров, конечно же, здесь они немножко, конечно, напутали. Я публиковал этот материал, сейчас надо посмотреть, точно не помню. А в Дзурдзуках, да, вроде бы они писали, публиковали. Еще во времена Мирвана, кажется.
Суажерон, я сейчас просто не помню, было один или два источника были указаны. О дзурдзуках, о кистах и так далее. Надо посмотреть. Но арабские источники я не изучал в основном. Пашлам, ты сам укладывал упоминание Шишани арабские источники спустя через 100 лет после смерти пророка. Я не помню, Шишаны там было написано. Просто я не помню источники точно. Я думаете, все помните уже дыть самого. Я писал об этом, об ученых, да, Шишане, ученых описывали. Но не как Шишане, я не помню сейчас уже точно. Лайки не забываем, друзья. Наверное, я просто арабский язык нехорошо знаю, может быть и так было. Возможно и было так, я точно не помню. Пичпорт трубац. Столько, когда все печатаешь и выскакивает с головы. Я как раз во время прошлого пятничного эфира на сухур еще до сухура, помните, в эфире съел один или два финика. Так один норнеец мне пишет, ни стыда, ни совести у тебя нету, говорит, потому что ты, говорит, у людей ураза, а ты сидишь в эфире и ешь перед всеми. Настолько, как вам сказать, недалекие умом люди порой сидят в интернете, и ты понимаешь, что таким людям объяснишь. Вроде бы ничего такого не делаешь, но все равно им нужно вот своей тупой, как говорится, с тупыми со своими разговорами сделать обязательно, попытаться задеть. Вот. Другой себя выдает из-за проповедника и говорит всем там, зашел на мой пост, говорит, все держат пост, а, говорит, нам и так далее, бьюхум щазим була. Я говорю, какой ты пост держишь, если у тебя вот такой грязный рот, которым ты месяц Рамадан, и плюс ко всему зашел ко мне на канал, зашел сюда и пишет такие вещи, никому это не нужно, но не заходи, никто тебя не зовет, никто насильно тебя не притягивает. Обязательно, ва алейкум ассалам, а, обязательно нужно зайти, обязательно нужно что-то сказать, навонять и выйти. Что ты возьмешь от этих? Вот. А если люди рассчитывают, что обязательно сделать эфиры про войну, про убийство, там это, там то, сплетни, зачем? Не обязательно. Не обязательно говорить о том, что говорят все люди. Занимайтесь своими делами, занимайтесь историей, культурой, географией. Вот. Не нужно пытаться всем, как говорится, э, описывать вот всем известные до боли факты. Сколько этих войн было за наше существование, имеется в виду даже в нашей жизни. Начиная от Ирака, Ливан, Сирия, Афганистан. А что там не люди живут? Разве миллионы мусульман или миллионы мусульманских детей не заслуживали этого внимания? Я не поддерживаю никакую войну вообще. Войну имеется в виду, поэтому и не обсуждаю. Ну, людям бы главное поболтать, сказать и все. Вот. Мы же вот для этого изучаем. Сегодня, смотрите, мы зачитываем историю, вроде бы история про оружие. Холодное оружие, огнестрельное оружие. Видите, что даже в этот период уже, это начало, середина 18 века,
Вала достали Садула. Середина 18-го, начало 19 века. Они говорят, что оружие как бы были мастера, ауховские мастера были, там мукоевцы, там шароевцы, которые порох, свинец добывали, оружие делали и все остальное. То есть я имею в виду про огнестрельное оружие. Но все-таки предпочитали, говорит, итальянское, ну, крымское называли, турецкое. Все это, конечно же, говорит во многом и рассказываются, видите, опять же, бойницы для выстрелов. То есть 17 века башни были с бойницами, значит, уже было место, откуда стрелять можно. Значит, были ружья. Вот. Алейкум ассалам. Это все касается нашей истории. Опять же, мы видим 4, смотрите, обсуждают, где делались а, ну, я же ничего не говорю. Это же не мое, понимаете? Я ничего от себя не говорю. В основном то, что нашел, выкладываю, то, что присылают. И это, честно сказать, если я рассказываю про татаро-монгол, это не должно касаться никого. Как они назывались, как они себя называли. Есть и видеоролик, где они говорят, как их себя зовут. Монголы называли себя. Вот. Ну и там же оно с критикой идет. А, В основном с критикой идет о том, что не было такого названия, как монголы. Вот. А то, что было Тартария, вот это, конечно же, да. Дал Бухастам, что хотя бы на твоем канале нет этих войн. Садуа, мне, честно сказать, и неинтересно. Мне бы побольше про нашу историю рассказать, про наших национальных героев. Вот. Я никак не могу дойти, вот, как говорится, даже до гражданской войны. Все больше и больше материалов. Пока расскажешь одно, мы не можем с древностью, как говорится, до конца закончить. Языковые, лингвистические какие-то материалы. Вот, и сейчас то, что... Я почему именно сегодня зачитал вот эту книгу «Кавказское оружие» и так далее, поскольку нам прислал его непосредственно наш брат Адык, поэтому я зачитал с этой книги. Вот футболки, которые тоже подарили от души братьям Адыгам. Вот, такие материалы, конечно же, нужно знать, нужно уметь рассказать. От того, что мы говорим, что наши там делали там-то, там-то, что у нас были оружейники, завтра, послезавтра, если тебя реально спросят, а где они были? Как хоть одного звали? А, Грубо говоря, там хотя бы назови один-два села, кто чем занимался, там, не знаю. В мире самое известное атаги. Представьте, целое село были фактически все занимались, были оружейниками, старые атаги. Толстой уж тоже из поколения в поколение. Холодное оружие, которое сделал самому русскому императору. С точки зрения истории это очень круто и пафосно реально. Это один из людей того периода, который вот, одна из могущественных империй того периода. Вот. Поэтому это мы на этой карте фактически не видны в этой всей империи. Но однако вот взамен получил часы швейцарские золотые, от другого там другое получил. Это многое значит. Вот. Мы знаем точно так же, что славились братья наши, адыги славились очень хорошо вот, черкесскими вот этими седлами, тоже кинжалы там есть черкесские. Вторую книгу я не успел полностью раскрыть еще, рассмотреть там много очень фотографий. Сегодня я просто не понимал, как нужно подключить, чтобы зашел сперва в YouTube, здесь плохо слышно, зависает, сказали, перешел на Telegram, там тоже зашли 10, 15, 20 человек зашли, я начинаю считать, рассказывать что-то, люди выходят. И приходится потом оттуда, вот сейчас вышли мы с Иброй, зашли обратно сюда, я не знаю. Некоторые, конечно, проводят до сих пор на Инстаграм тоже проводят эфиры через VPN. Вот.
Но активность она есть, конечно, у кого-то есть до сих пор в Ютубе. Ну, нам бы сейчас научиться максимально подтянуть всех на YouTube канал. Здесь, конечно, можно было бы делать многие вещи. С учетом того, что его не заблокировали. Что там случилось? О, что-то хоть сыграло. Хм. Так, да видел я это все. Вот. Поэтому можно многие вещи интересные рассматривать, изучать. Общей и кавказской истории, э, как говорится, Башлан, прочти еще оружие, брат. Нет, я уже сегодня хватит, у меня и глаза уже. Я прочитал про кинжалы, Дересхейл, Дересхейл Орстховыш. Про кинжалы и про огнестрельное. На сегодня уже хватит, потом в следующий раз. Если с картинками, значит интересная книга. Лялям Балаева. Исторические книги в основном, конечно, Борзел. Я уже много прочитал, я просто аудиторию мы теряем, когда читаем, зачитываем. Конечно, будет. Продолжение будет обязательно. И про оружие, и про остальное. Ну, история про Чилу тоже очень интересная. Конечно. Очередь не доходит до всего. Кому-то нравится про оружие, кому-то нравится про культуру. Башлан, та книга, которую ты прочитал, где упоминались два ингуша, там были картинки. Да. Эта картинка везде есть, вот эти цветная, где они в таких этих с щитом в руках и с копьем, который. Эта фотография же есть везде. Это книга советского периода. Там, конечно же, еще вот частично где-то войняхи написали, где-то осетины написали, потом чеченцы написали, потом нахчийцы, имеется в виду, ингуши написали, поэтому в разброс все. Все в разброс. А в этой новой книге, конечно, очень много есть и про черкесов есть материала. Ну, вот про Давлетгирея тоже момент видели, интересный. Тоже рассказывают. Конкретно называется фамилия, кто как. Хама Штукшун. За Башира Далгата мне очень понравилась книга про древнюю религию чеченцев. Башира Далгата у меня нету. Ну, надеюсь, как-нибудь наберу и куплю его тоже. Вот. Башлам, я слышал, что 06 мужчин тоже носили. Я не знаю, я пока не встречался с этим материалом, может, я видел эти картинки, они из 1700 изображением ингушей, их там упоминают, как калканцы, их черты лица вообще не кавказские. Но я не могу сказать, они кавказские черты лица или нет, честно сказать, это рисунок, это не фотография. Ходят слухи, что норницы взяли Киев. Я не знаю. По поводу видели, да? Такое.
Брат, ногче кинжал, дезер. Братан, это очень дорогое удовольствие. Дезам, суна, дезери. Я один из кинжалов, который видел, это сколько там, из атагинской стали стоили от 100 тысяч и выше. Так что, братан, сомневаюсь, что светит мне и тебе кинжал. Сегодня священный месяц Рамадан. Во время уразы один из таких вяйнахов, один из, я говорю, написал, что никому не интересная история о Сунжинском районе, который, главное, я опубликовал. И снизу пишут грязные слова. Всем типа, ну там, воняющие там и так далее. Вот такие вот эсделовские, пезделовские разговоры ведут некоторые нарнейцы. Я еще раз говорю, никого насильно мы не притягиваем. Никого насильно не заставляем. Вот. Когда им публикуешь, разоблачаешь фейки, они говорят, мы этого не делали. Это все фигня, все это не мы сделали, там, допустим, те, которые делают. Без разницы, какие бы это ни были, восточные, западные или местные нарнейцы, разницы нет. Но буквально через полчаса они говорят, вот вы скоро узнаете, вот скоро ваш народ все узнает, вот вы поплатитесь за все это, вот и так далее и тому подобное. Я говорю, ну ты же говорил, что это неправда, вот эти фейки, а сам говоришь, что мы узнаем. Вся воля у Всевышнего Аллаха. Народы, общества, тейпы могут все в одну секунду по воле Всевышнего Аллаха исчезнуть. Если Всевышний Аллах захочет, исчезнет и наш народ. Но по воле Всевышнего Аллаха, а не по воле нарнейцев или нарнейских сказок. Понимаете? Вот. Не пойму, что происходит с интернетом в последнее время. В последнее время с интернетом сам не пойму, что. Алейхи Башлам, я был просто шокирован, когда они в своих публикациях занимаются фальсификацией еще до начала этих событий 18 года. Честно сказать, до событий 18 года я даже не слышал о них, чтобы они что-либо делали. Я видел пару роликов в Пятигорске, где там был Рам с осетинами, что-то подрались. Один раз увидел в Москве, когда они с этими шапками, с логотипом, с этим ходили в охотном ряду, и как их сотрудники полиции повязали. Вот. А остальное время я их как бы не замечал и не знал. Я не знал, что там творится такое, имеется в виду. Среди них есть такие мнения. Ну, есть и есть, думал, братья и так далее и тому подобное. Ну, потом уже, когда пошла вот эта заваруха, вот даже сегодня я смотрю, просматриваю Инстаграм, там люди реально ищут даже вот в этих спецоперации или как война, или как ее называют по-разному, участвуют, именно негатив про чеченцев собирают и закидывают. Именно про чеченцев негатив закидывают. В Ютубе ролики делают. То есть сказали уже все, аддит, вы, мы, оставьте, а что нет? Вот они до сих пор, вот эти... Я-то, честно сказать, не занимаюсь этим, дела нету. Но даже по этим разговорам мне прислали человек 50, если не больше, вот это видео, где с мячом там мяч попал нечаянно в флаг. Вот. Закинули там, пишут всякие вот эти там какие-то пустые разговоры. Но попал мяч, нечаянно попал. Что бы ни произошло, всякое бывает. Взять, поднять, обсуждать, смеяться. Вот они это сделали, вот они то сделали. Понятное дело, если бы это было бы там от других звучало. Сам-то ты чем лучше своего брата? Ну да ладно, это, как говорится, проблема их непосредственно. Мне дела нет. Но другой вопрос, когда мы что-то публикуем, начинаются вот эти разговоры.
Да, все это с незапамятных времен, они несут пургу. Просто кто-то сталкивался, кто-то нет. Ну, в основном сталкивались западные, э, честно сказать, западные наши тейпы сталкивались, но ничего, теперь уже знает вся республика, конечно же. Вот ваши же говорят. Наши говорят, это одно дело. Ну, наши говорят, там, у нас любая вражда, что-то не понравится, ты там рыжий, ты там черный, ты там лысый, ты там с этого села, я с этого села. Эти разговоры идут между с одним единым народом. Не без этого. Бывают ссоры, бывают драки, убийства, кровные месть, всякое бывает. Если бы ты был настолько идеален, что у тебя нету никаких там, не за что зацепиться, если бы ты это говорил, это было бы, знаете, может быть, немножко обидно, может быть, это бы задевало как-то. Но сам-то ты, то, что начинает говорить, рассказывает, пытается навязать что-то о нашем народе, а тебе, о самом тебе что говорят? О твоем тэпе что говорят? Башлам, зато попал. Вот. А тебе что говорят? А тебе говорят, что ты точно так же пришлый. Ну, там, по крайней мере, произошел, там, пришел из другой, с соседнего региона. То есть, твой тэп принадлежал там якобы оттуда. Я вообще говорю. Поэтому вот эта вот тема, что о адыгейцах, что о нахчийцах начинают, когда, что о лезгинах начинают говорить, вот вы такие, вы сякие, какие такие. Мы-то, по крайней мере, хотя бы автохтонный народ для начала. Ну да ладно, сейчас не об этом. Оставим старую больную, как говорится, проблему. Вот. Материалы собираем, публикации делаем. Да, ага, в дальнейшем будем еще лучше смотреть, стараться. Не всегда все получается. Сейчас время очень сильного, как говорится, и кризиса. Я уже не говорю о финансовом кризисе, конечно. Ладно, задавайте вопросы. Если есть вопросы, будем отвечать на них. А о чем это тоже стало интересно? Да там было одно видео. Ну, так и живем. Так и живем. Дал Бухас там, что этот наступил, наконец наступил, когда мы начали разоблачать вранье. Момент. Хорошо, что проснулись. Хорошо, что начали изучать, смотреть. Поэтому не знаю, вроде бы все есть. Самую главную роль ты в этом сыграл, Башло. Так, вопрос пришел через WhatsApp. Слушай, ну, честно тебе скажу, у меня все работает. Не знаю, Ижри, YouTube работает, WhatsApp работает, MasterCard, Visa, все работает. Не знаю, как что у кого. По крайней мере, тем, что есть. Наш брат Адлан задонатил, оно дошло. Поэтому я не знаю, почему ты говоришь так. Вроде приходит от всех.
Olay başlamışsa tiyinaq tiyatsı şen huş kıyış olman dozan tiyahş uy хушя уж тятся олсу. Как ты думаешь, во всех этих войнах геноцид в 13, 14 веке, 18, 19 высылки было? Да, конечно. Конечно, Нохчемелха, конечно, было. Мы об этом говорили в эфире. И об этом говорят наши этнологи, что вымерли некоторые тейпы и исчезли. Вот. Это известный факт. Вот, Башлам, прочитай мой комментарий. Твоего комментария нету. Я вот посмотрел, зашел. Расул, твоего комментария здесь нету. Садулла Гихинский, они занимаются этим всю жизнь. Разве ты не видишь их отношение к чеченцам? Ты думаешь, что все это ненависть появилась в один день? Расул. И если ты про это говоришь, это я зачитал. Конечно, не в один день, само собой. Если бы это было бы в один день, проблема была бы только касаемо 18 года. То есть только проблема. Альберт Саваш Хилл. Я не сделал это, мне подарил брат Адык, сделал с вышивкой выбито. Это не наклейка, это вышито. Сейчас постараюсь, чтобы у нас там на спине видно, нет, не знаю. Здесь видите? Написано Башлам и горы. Это тоже с вышивкой. И вот брат Адык подарил. Спереди адыгский флаг, на спине Башлам и горы. Вот такой вот. Я сам не ожидал. И они, самое интересное, это еще раз, это не наклейка, это вышитое, прямо выбитое, вышитое. Цвет зеленый мой любимый. Просто зеленый цвет это мое все. Вы, наверное, видели, да? У меня все зеленое. Шторы, ковролин, все зеленое. В основном мой любимый цвет зеленый. Вот. И вот так вот по душе. Поэтому вот, хоть и не всегда получается с donation, но подарки так в священный месяц получил подарок, такую книгу и вот эту футболку от братьев Адыгов. Вот. Внимание, еще раз внимание. Что-то сегодня Заура и Руслана я не вижу, наших братьев Адыгов. Они активно обычно писали, бывали в эфире всегда. Именно зеленый адыгского флага такой красивый. Да. Есть такое дело. Круто, короче, круто. Чем-то Саудовская Аравия. Ну да, у Саудовской Аравии флаг зеленый. С шахадой, кажется, у них, да? Ибра, вот этот наш с тобой этот бот очень хорошо работает. Даже чаще, чем вопросы от наших подписчиков, я вижу его. Поддержите лайками и так далее. Я даже порой удивляюсь, что это вот как бы программа, что она сама работает. То есть он прямо вылазит так от душински. Ну как Башлам? Мы всю жизнь не ладили с норнийцами именно из-за того, что среди них есть потомки тех пришлых, которые с помощью России поглотили наши тейпы и правят ими свою ненависть. Они не поглотили тейпы, а
каждые 4-6 минут задание свое, понятно. Они не поглотили, просто, понимаешь, территориально они остались на тех территориях, где они жили. Вот и произошло при оформлении, что они стали автоматически, остались там, где жили. Хакнах üstахирбац, харам, харамах ханал хирдац. Нарнийцех войношхир. Ну, нарнийцы никому не братья, потому что ибо наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, сказал, путь вообще уммата хватит. Поэтому думаю, что больше этого нету ничего другого. Что я хотел сказать еще по поводу... Ага. Да, вспомнил, что я хотел сказать. Аллах дал иман чубаху. Амин. Что я хотел сказать? Вспомнил сейчас. Уважаемые друзья, как вам то, что мы публикуем посты в Ютубе? Интересно вам там? Не только прямые эфиры, но вот ролики тоже разные я пытаюсь закинуть, чтобы как-то оживить аудиторию, чтобы привлечь больше подписчиков. Вам нравится или вы считаете, что здесь нужно только оставлять чисто только для эфира? Пошлам, как достроить дом, я закажу 2 флага для своей комнаты под старину. Один флаг Кавказа из времени шейха Мансура и флаг адыгов, братьев и сестер. Знак уважения повешу на стену. Машаллах. Иншаллах, будем надеяться на это, брат мой. Я говорю о тех наших тэпах общества, которые жили в нынешней территории. Да, они автоматически стали поглощены, конечно. Но, видишь ли, опять же, от тэпов они не отказываются. Главное, чтобы каждый придерживался своего тэпа, а там уже кому они принадлежат и к кому относятся, люди и так прекрасно знают. Вы цадия черки разуях кил амин эдуай. Заранее анонсируем сегодня. Завтра или в 22 или в 23:00 эфир будет на Ютубе. Я видел видео, где какие-то турки говорят, чеченцы проживали где-то на юго-востоке нынешней Турции насколько это, брат, ты проверял это предание? Да, конечно, жили. Огромное количество переехало, почти что 150 тысяч проживали в Турции. Войцадиесчан инфаркт хулил бах стальбулахт. Ауховцы. И опять брат Адлан задонатил. Адлан дал духуахуэл, дал саадуэл. Обещ мархибата будиснег изашка соудолетил. Огромная благодарность моим братьям, которые донатят, поддерживают, несмотря на кризисы, несмотря на все тяжелые времена, пытаются поддержать хоть как-то. Ролики по определенным тематикам с указанием названий, чтобы интересующим было легче найти. Ну, да, я и говорю как раз-то. Я имел в виду про посты непосредственно с картами, с историческими вот этими вложениями и так далее. Насколько здесь удобно смотреть, интересно или нет. Вот о чем я хотел спросить. Если интересно, мы будем и дальше продолжать, конечно, по мере возможности будем публиковать их. Вот, у нас очень много материалов. Я, честно сказать, даже не успеваю. Материалы про Шаройский район тоже опубликуем. И, иншаллах, сейчас уже весна, месяц Рамадан закончится, и я начну уже выезжать в горы, в Шаройский, Галанчожский и так далее. Будем, иншаллах, оттуда новые материалы я вам буду отправлять. Надеюсь, что всем вам понравится. Ролики по определенным тематикам с указанием, это легче было найти. Башлами Адлан Стянгерут Ешидана Тияшвег. Да он вроде бы, смотри, Нохчу, он
Адлан Нохчичуру. Здесь есть Нохчу. Здесь есть наш брат Цошец Эмаяк Ол, но он с Дании, с Норвегии донатит. Здесь есть donation, если вы в Европе проживаете. Ибраим включил, есть donation программа, нажимаете на нее, кликаете, и через нее можно спокойно, если вы в Европе, задонатить. Это тоже доходит, никаких проблем нету. Вот, Visa, MasterCard, все работает, никаких проблем. А вот через donation Ибраим закидывает, он тоже работает. Прямо здесь он, это выскакивает бот, увидели, да, как донать Ибраим схват майнери. Вот, из-за этого бы ошибка. А футболка тебе идет возле ЛВЛ, все-таки она движется. ДРС Хилл футболку мне подарили братья от Деги. Допустим, ролик про оружие отдельно или про тейпы закинуть и указать название, чтобы в поисках было легче находить. Башлам адыкский футболк, вумаят, сталь была, да. Пришли пришлые поглотили наши тейпы, приняли наш общий язык, растворились среди нас, назвали. Или дать тайм-коды. Канал создать новый отдельно для роликов нет проблем. Просто если... Не, Ибраим, здесь мы будем... Просто много каналов тоже неправильно. Вот, единственное, что, Ибраим, если возможность будет, постараемся через YouTube и Рутуб. Тоже сейчас тема начинается, поднимается, чтобы их связать тоже, то, что вещает на YouTube и на Рутюбе был. Башлам, нас рыжих не любят, но мы есть. Адлан Гусаев. Да, есть. Ну вот Шароевский Омар, брат с Москвы, он, вот видите, поддержать YouTube канал www.donation.com. Вот нажимаете на него и уже можно задонатить из Европы и откуда угодно, хоть с Индии. Никаких проблем с этим нету. Так что, по крайней мере, с Норвегии задонатили. Никаких проблем нету. Да, очень сильно. Я не знаю, упал или нет, но пока 71-72 рубля доллар стоит. Евро тоже уже упал ниже, чем был. Тот, кто успел продать, продал. Кто не успел, нет. Помочь, вот если кто-то в России живет, в пределах Российской Федерации или СНГ, вот через помочь каналу Сбербанк написано номер. Вот по этому номеру можно спокойно отправить донат. Никаких проблем нет. Вот. Да, Ибраим, посмотри, объедини Рутуб и YouTube, чтобы могли оттуда в другим. Ибраим, не догоняю, что происходит. Маршал Рандвер Цахрух. Ибраим, не догоняю, что происходит. Ибраим, это походу он тебе. Ибра, если сделаешь, только объединенно, чтобы мы могли зайти сюда и везде можно. Башлам, прочти внимательно мой коммент. Ты несерьезно относишься к фактам, а норнийцы делают все возможное, чтобы исказить нашу историю, знать наше место. Во-первых, я отношусь серьезно к любым комментариям. Если я где-то умалчиваю, это не обозначает или придерживаюсь. Есть определенный формат политкорректности, и нужно придерживаться. Пришлые поглотили наши тейпы, переняли наши обычаи и языки, растворились среди нас, навязали остальным свой термин, который является некоренным. Ну вот то, что ты сказал, я зачитал его. Тебе именно акцент нужен, чтобы я сделал на это? Я не могу понять. Ну, эти вещи, я думаю, мы прекрасно и так многие знают, тот, кто знает. Я запутался, не могу сосредоточиться на канале.
Бах, Жириновский, Велла Бах. Теперь я доволен. Что случилось? Братья, сестры, все, что есть, мы на Телеграме, на Инстаграме, в Фейсбуке, я везде делаю. Вы, если хотите быть вообще на передовой, чтобы везде все знать, сделайте везде каналы. На телефонах, везде сделайте каналы. Многие заходят в YouTube, не зарегистрировавшиеся, ищут, не могут подписаться, просто они хотят зайти, и чтобы там вот зашел, просто просмотрел и оставил. Но нельзя не лайкать, не писать комментарии. Ну, не трудно же. В любой ютубе сделать канал 5 секунд. Просто присоединяйте к своей сим-карте, пишите там, я не знаю. Не хотите своего имени, пишите каких-нибудь там чеченских героев. В Рутубе запущу эфир завтра. Из-за Ютуба будем транслировать и в Рутубе. Да, Ибраим. Это новая, как говорится, тенденция в России. Очень сильно сейчас они пытаются ее раскрутить, чтобы можно было ее использовать, чтобы мы переходили плавно. Вот. Я даже думал, Ибра, завтра, может быть, проверочно посмотреть, что можно через Инстаграм. Заходят ли люди туда в эфиры, имеется в виду для проведения эфира, тормозит он, не тормозит. Хотя я думаю, что он не потянет. Через VPN вообще слабая связь, здесь он еле-еле и так тянет, и, наверное, может и не потянуть. Вот. Вроде бы очень большое количество в Инстаграме до сих пор. Люди лайкают, пишут, я знаю, я 2 канала не забросил. Как я вам сказал, у меня автоматически присоединены. То, что я закидываю, допустим, в Телеграм, автоматически тот же самый пост идет на ВК, в Твиттер, в Фейсбук, в Инстаграм, второй Инстаграм, в Ютуб. Кроме одноклассников, везде он автоматически раскидывает. То есть, чтобы каждый, где бы он не был подписан, получил информацию. То есть, я максимально пытаюсь довести до вас, что вот исторически. Я пытаюсь поменьше писать исторические вырезки, чтобы вы прочитали, ознакомились, чтобы посмотрели ролик. Все касающееся в основном тематики нашего народа, истории нашего народа, вне всякой политики. Конечно, можно и затрагивать и политический процесс. Многие скажут, что история – это часть политики. Я согласен. Но если мы говорим об историческом плане, мы говорим только о том, чтобы объединить наш народ, чтобы было единство, понимаете? Какие-то дружественные отношения с нашими достойными соседями, братьями, адыгами, лезгинами и всеми остальными, кто относится к нам хорошо. И к ним мы будем относиться хорошо. Вот. Я и говорю, Ибраим, очень мало, я, честно говоря, не знаю, по времени, время определенное, это 10-11 часов. Запускали вечером тоже людей немного. Люди работают, у кого-то ураза, даже если нет уразы. Просто вот хайповая тема, любая хайповая тема, обязательно вот только если про войну или про кого-то ты оскорбляешь, там, отдельный канал Башлам, где ты выкладываешь ролики по определенным конкретным темам, это как Бакаев делает, а то на стримах не все в одну кучу получается. Нет, я не про это говорил. Стримы у нас идут только по истории. А, Идет только по истории. А что касается тематики, ну извините, я захожу, начинаю вас спрашивать, о чем бы вы хотели. Об истории. Давайте об истории. Давайте, кто-то начинает говорить, давайте про культуру, давайте про археологию. Но это все касается истории нашего народа. У Хасана богатая библиотека, у Хасана возможности хорошие. У меня провайдер, извините, российский. Многие вещи запрещены, имеется в виду. Там закрыли, здесь вещания нету, там вещания нету. Вот и приходится выбираться. Да и плюс я все делаю через телефон. Как говорится, да, телефон более или менее освежил, но еле-еле душа в теле. Вот Ибраим передал мне адрес, объяснил мне все пошагово, как нужно заходить, как в Ютубе делать. Я зашел. Потом Ибраим мне объяснил, что сюда же можно публиковать и посты. То есть карты, которые я закидываю с историей нашего народа. Там тоже есть и пишут многие подписчики. Просто-напросто еще многие не умеют пользоваться YouTube форматом.
Если бы пользовались все, было бы нормально, конечно, перешли бы все на YouTube формат. Но многим нравится Инстаграм, поэтому остаются в Инстаграме. Кто-то в Телеграм. Но заходишь в Телеграм, вы видите, да, сколько бы туда ни звал, я, конечно, туда не закидываю какие-то военную тематику, имеется в виду там про войну там, и так далее и тому подобное. Но я не знаю, ради этого публиковать, вроде бы люди должны стремиться к чему-то хорошему, имеется в виду. А на этом я не хотел ни хайповать, ничего делать. Будем надеяться на лучшее. Вот. Но только когда я захожу, начинает один, два, три человека. Когда уже ближе к часу, к двум, видать, на сухур начинают просыпаться или начинают заходить в интернет, и добавляются подписчики, начинают там, и ты думаешь, только ты выходишь, вот сейчас у меня осталось еще, грубо говоря, там минут, я не знаю, может быть 9-10. И после этого уже нужно отключать возможности, как говорится, у нас ограничены. Трафик у меня заканчивается. Только поэтому. Цундера, завтра 10 часов мы сделаем. Ибраим, если у тебя получится, сделай сразу анонс на завтра в 22-23:00. Прямой эфир, стрим там на канале Али Чухваса. Через Инстаграм, через там YouTube анонс сделай. Кто придет, тот придет. Кто нет, ну что тут поделаешь. Я сообщаю, я пытаюсь, я и в Телеграм, Инстаграм там пытаюсь раскинуть. Но люди, видите, как-то немножко в этом плане не энергичные. Но мы будем надеяться на лучшее, будем надеяться на то, что аудитория у нас добавится. Особенно наши братья и сестры, которые живут в Европе, которые привыкли там только через Инстаграм. В принципе, Инстаграм тоже страницу, может быть, я ее закрыл, имеется в виду, может, ее нужно бы и открыть. Закрытый сделал канал, то есть без подписок нельзя вот, зайти. Сегодня мы зачитали об оружии, холодном оружии, которое делали Нохчичуа, Центральный Кавказ. И огнестрельное оружие 18 и 19 века. Инста будешь эфир делать, заранее предупредить где делаешь, мне тоже надо технику запустить. Хорошо, Ибраим, братик, в общем. Я не знаю, будет ли он пахать, не будет он пахать, поэтому надо посмотреть, насколько это эффективно, насколько это действенно. Если будет он работать, мы, конечно же, через VPN, я не думаю, тянуть Ирию Яцамца Сунцубадик Дич. Вот. Самое интересное, когда мы заходили через Инстаграм, сюда заходили 50 человек в YouTube и 100 человек. А когда мы начали чисто в YouTube заходить, теперь здесь 20, 30, 40 человек вот так. Но просмотры хорошие. Я смотрю в конце каждого эфира, когда отключаю, просмотров 300-400 человек заходит, просматривают наши эфиры во время эфира. Вот, а после уже, наверное, и свободное время досматривают. Сейчас ночное время, сейчас 0:46. Сюальжа Нохчичуэ. Сюальжгал Нохчичуэ, поэтому должны все знать, должны все понимать, что если увидели, что я кушаю там финик или пью воду, это не во время уразы, а именно ночной эфир у нас. Только ночью бывают эфиры, днем пока днем не вариант. Вот. И, как я вам сказал, надеюсь, в мае месяце мы будем выезжать в горы, и наши горные башенные комплексы, и в селения, которые я не попал еще, будем ездить, будем показывать. Надеюсь, вам понравится. Не останавливаясь, мы будем, конечно же, публиковать и исторические материалы, географии, культура, некоторые вопросы, конечно, этнографии, лингвистики мы тоже будем публиковать.
по мере возможности, конечно, публикуя природу, возрождая наш нохчий язык, нахчийский язык, обязательно закидывать слова, те, которые, вот некоторые загадки. Все это мы не остановим, да, Аллаха, максимально, чтобы люди изучали. Может быть, от этого будет польза, может нет. Многие люди проснулись, многие люди интересуются и своей историей, историей своего села, своего тейпа, своего народа. Это очень важно для нас. Без этого никак нельзя. Если мы не будем знать свою историю, то в будущем могут возникнуть большие проблемы, повторяя те же самые исторические ошибки, которые мы делали на протяжении долгих, долгих веков. Вот для чего нужно изучать в первую очередь историю. Ну, конечно, каждый по-разному относится к этому вопросу. Но по мне это так. По мне это так. Не знаю, у кого как. Вот. Мы снова же никому ничего не навязываем. Никто нам за это ничто не платит. Мы делаем это все во благо своего народа, во благо нашего потомства, так сказать. Поэтому не забывайте, изучайте свою историю, любите свою родину, знайте свою географию. Вот. Не просто от нарнийцев, там, ты это слышал, ты здесь слышал, правда ли, что это здесь вот так-то, так-то было. Многие моменты, конечно же, к сожалению, напакостили некоторые наши горе-историки, так называемые. Но башам хачара хилай цахила. Но мы эти вопросы решаем, пытаемся исправить, проверяем, откуда они брали информацию, как они брали информацию, кто это все оплачивал. И все мы, конечно же, будем публиковать точно так же, как и разоблачать этих людей. И разницы нету, это представители, там, как говорится, соседних народов или представителей, э, которые нарнийцы завербовались в нашем народе, разницы нету. Есть некоторые люди за копейку мать родную продадут. И если ты делаешь книгу, тем более по истории родного языка, по истории своего народа, который опошляет, который оскорбляет, который, что бы ни было, то делает вред твоему народу или взаимоотношения с твоими соседями, с твоими братьями, то нужно искать корень этого зла. Многие пытаются там обвинить там, меня или сказать а, Цаделаун Расул. Пытаются сказать, что типа э, вот пытается поссорить, вот кто-то за Аллахи, Биллахи, Талахи, я клянусь именем. В священный месяц Рамадан, Дересхил, священный месяц Рамадан, никто ни за что нам не платит и никто ничто не настраивает. Если не трогают, если какие-то хорошие моменты мы вместе обсуждаем, я с радостью готов и по истории изучать. Но когда начинают приходить и затрагивать мой народ и говорить, что вы там от нас или вы от Сюли, ну, не Сюли, не вы не являетесь, грубо говоря, даже по возрасту, как говорится, не имеете права говорить такого. Ну, право, конечно, язык без костей, болтать можно все что угодно. За все эти 20 лет наболтали очень многое, наговорили, но не стоит этого делать. Нохчи имеет свою историю, причем хорошую, великолепную историю. А, Ну, не только как бы историю там, военных сражений, историю и оружейников, историю и культурных. Я вам показывал книги, да, где вплоть от истангов, начиная там оружие, ремесленник, сельское хозяйство, башенная культура. Все у нас есть, все у нас существовало и существует до сих пор, и возрождается все. Поэтому
зависть не нужна. И мы, в принципе, не нужно нам и копировать и делать. А те, которые вот наши мастера делали, наши мастера копировали, у меня вот всегда возникает вопрос людям, которые такие вещи говорят. Ну, если ваши мастера сделали, как это может ваш мастер у вас делать, а, я не знаю, какой-то комплекс булыжниковый, то есть не выровненный, не геометрические формы. Геометрические формы общий вид, конечно же, совпадает. Конечно, совпадает. Но материал, используемый материал абсолютно разный. Кладка разная. И в плюс ко всему этому, я, честно сказать, есть у меня одно видео, оно в Чечне есть, которое вплоть до отопительная система башенных комплексов. Я ни разу не видел. Я вот сейчас, если есть подписчики, которые проживают там, наши соседи, да, ингуши, если у вас есть комплексы, я прошу у вас, может кто-нибудь пришлет, если есть, я не видел, возможно. Пришлите какой-нибудь из внутренней башенной из своей культуры башню, где есть у вас отопительная система. Вот. Я бы хотел бы сравнить ее с нашей. Если вы говорите, что ваши мастера строили нам башни, грубо говоря, то у вас в башнях должна быть отопительная система. Вот. Как она выглядела и сравнить ее с нашей. Что касается, кто работал по башням, должен прекрасно понимать, что наши башни из какого камня сделаны, какие а, формы, насколько они четкие, насколько они вот прямо разный камень, начиная с Итумкалинского района, заканчивая Джаберлоевским районом, они абсолютно все из них из разного материала, из разного камня. То есть работу геометрически очень сложно делать. Даже Галайские башни, даже Галайские, Галанчожском районе, Галайские башни, они один в один совпадают с нашими Шароевскими, Чаберлоевскими. Однако они отличаются от тех, которые говорят вот некоторые наши представители. Опять же, снова возвращаясь к башенным комплексам. Смотрите, в Балкарии, Кабардино-Балкарии, там, не знаю, в Осетии, в Грузии, в Чечне. То есть вы должны понимать, что вот эти ремесленники, которые бы делали вот эти все башни, если это мастера только одного региона, то есть они всю жизнь должны были вот по всему Центральному Кавказу, включая Тушетию, Хевсуретию, там в Грузии очень много местах есть башенные комплексы, похоже. Везде ходили, строили вот эти башенные комплексы. И если говорить, что это только ваши, ну, грубо говоря, я это норнийцам говорю. Вот. Чёдики Масерга Харшу. Не понял я. Вот. Но это не так. Понимаете? Поскольку все-таки небольшие отличия есть. Что касается некоторых сюлей, которые утверждают, э, якобы, что с нашей культуры взяли там и так далее, там, ну, это сюли вообще не касается. Кто у кого взял, еще нужно под вопросом. То же самое, что по камню. Обработка, да, обработка камня и многие другие мастера, которые были, у нас, к сожалению, уже с переходом на вот, у нас же все быстро спускаются за ненадобностью современные дома, современный образ жизни. Но сейчас начали уже возвращаться, вплоть до того, что в Бердыкеле есть уже башни, Бердкела у нас уже есть, и в городе Грозном башни есть. Многие начали строить родовые башни на плоскостной территории, то есть возрождают. Ремесленники и мастера. Есть хорошие ремесленники и мастера и у нас. Но у нас, как всегда, очень дорого. Новчи все очень дорого делают, поэтому у нас же люди, как и у всех других, ищут мастеров, где подешевле. И вот находят там, призывают, и сюли мастера приезжают и строят. Опять же,
сюли они или андийцы они, кстати, валикум ассалам, тут разницы нету, ну, работу они выполняют. Сегодня от того, что любой мастер, специалист по камню, если его провести, будь он грузин, будь он грек, если ему показать, грубо говоря, форму, геометрические постройки, как они сделаны, то есть у нас сохранились башни, которые были в древности, как камни складывали. Он может посмотреть, он может сказать, вот за эту сумму я ее построю. Главное, чтобы был материал. Материала, благо, у нас в Шаройском районе достаточно, и с этим никаких проблем нету, Дейл и этом царе. Поэтому то, что добывает камень, хорошо. То, что какие-то там башенные комплексы совпадают, ну ничего такого нету плохого. Взаимодействие было. Будь то Сюли. Сюли очень много проживали на нашей территории. У нас было общее государство, которое называлось Северо-Кавказский Эмират, да? Вот. Сюли наши соседи, как и умки. Вот. Умки же не говорят, что у них есть башенные комплексы, правильно? Вот. Однако есть и у лезгинов башенные комплексы, я видел, да, лезгинские башенные комплексы. Замки были и у черкесов наших братьев, точнее, у адыгов наших братьев. Где-то сохранилось. И если они совпадают немножко, там, я не знаю, с древними башнями, ну, я примерно говорю, там, ацтеков или майя, это не обозначает, что там, это ваши потомки пошли туда и построили. Вот так вот. Вот, на этом сегодня я завершу, но все-таки это дело не в философии или философствовать люблю я, не люблю я. Вот здесь можно было просто-напросто поговорить, зайти, задавать вопросы, мы можем общаться на эти вопросы и обсуждать эту тематику касаемо башенной культуры или вообще культур археологии и языка и многого другого. Но проще всего не обсуждать, проще всего не дискуссировать на эту тематику, а вот сидеть где-то, сидеть за спиной, обсуждать, там, собираться с горшками, не горшками, с генералами стратегического назначения, и говорить, оказывается, самые большие мечети в Чечне построил Ермолов. Ермолов, который был наместником императора на Кавказе, который лютой ненавистью ненавидел как ногчи народ, но это видно по его переписям, да, переписки. Точно так же все, что касается его, упрекал нас, что мы являемся там магометанами. И до Ермолова упрекают, приходили, называли даже нашего первого имама Кавказа, шейха Мансура, называли лжепророком. Как вы думаете, вот пришел он и начал строить нам большие 4 в Чечне, самые большие 4 мечети. Было бы неплохо, если бы этот балабол, конечно, бы еще рассказал, где построили. Этот же балабол утверждал, что, ну, а иначе никак нельзя назвать, да, говорил, что там жены Ермолова тоже были чеченки, которые являются, конечно, тоже полной ложью и провокацией. Отвечать этому человеку или любому другим таким людям, когда ты отвечаешь и говоришь: нет, красный горшок вообще поделил Чечню по кускам, говорит, это принадлежали этим нуцалам, это принадлежало Сюле этим, это Шамхалам принадлежало, то есть распределил Чечню на куски и говорит, это все было когда-то наше. Но когда это было наше? Когда вас и не было, то есть в начале, первой половине 19 века, в принципе, как таковой не воевали там, а если и воевали, были в основном под протекторатом персидской Персии, точнее, потому что они или атаманская Турция, ну, некоторые даже грузины утверждают, что эти вплоть до земли многие были вплоть до Дербента под грузинским. Есть много карт на самом деле, где Грузия чуть ли не до Дербента доходит. Есть такие карты, я не буду врать. И никогда в жизни, все время, где бы я ни смотрел, какие карты бы я ни смотрел, нигде нету общего андоцейского государства и так далее и тому подобное. Есть андийцы отдельно, есть дидойцы отдельно и есть авария отдельно. Вне всякого сомнения. Есть, конечно, точно так же и эндери указываются почти что везде
в картах как чеченская деревня Эндери. Есть и такое. Есть и такое, что вот именно где Гудермес, вот эта плоскостная территория, то есть вот эти плодородные земли, где от Гудермеса там до Аргуна, вот эта часть определенный период, когда выпросил у русского царя один из нуцалов аварских, что выпросил, мы знаем, мы это публиковали и говорили, что дайте эти земли под нас и так далее и тому подобное. Башлам насчет давления яйца Дарса. Насчет чего? Башлам насчет давления яиц Дарса 1080 WhatsApp. Адлан, Адлан, мой номер Ибраима спроси, мой ватсаповский номер, пусть он тебе после эфира скинет и WhatsApp напишешь мне, хорошо? А, Получил эти земли, как здесь размещались определенный период, как здесь. Я же об этом всем вам рассказывал. Рассказывал, что на самом деле эти местные князьки не имели никакой власти над чеченцами. Определенное время только некоторые представители тех обществ, когда наши спускались, эти плодородные земли, пока были не сильны, они отдавали их якобы для управления посредниками между царской Россией, чтобы было, и вот между непокорными, жившие всю жизнь под своей военной демократией, вот нужно было его вот подвести вот под этот стандарт, который понимали, царская Россия понимала только такой метод, другого метода она не понимала в этот период. И это нужно знать обязательно. Вот о чем я говорю. Это самое главное, это самое нужное, чтобы знать. Мы знаем, как они приходили, мы знаем, как они существовали, как ногчи становились сильными, они их прогоняли. Говорю, не нужно, мы сами дальше будем управляться. Или же, когда уже находили общий язык. Вот. А вся ерунда, которую рассказывают, там, хапизовщинами, там, пати, не пати, я не знаю, кто там еще рассказывал, мне уже столько видео скидывали, что у меня голова едет в это, что якобы в 17 веке, в 18 веке ауховцы появились в этой. Это такая ерунда просто-напросто. Просто одним только названием одного из представителей назвать, все. После этого вся эта байка, сказка разрушается. Что касается расширения или то, что ауховцы, что в начале ауховских тэпов там было меньше, возможно, их было даже больше. Возможно. Потому что ауховцы всегда, элементарно простые вещи. То, что во время Тамерлана ауховцы уже есть на этой территории. Во время Тамерлана. Я понимаю, что невыгодно, что не нравится, но во время Тамерлана, нашествия Тамерлана, Тамерланга Хромова в этой области уже проживают ауховцы. Вот. Поэтому надо уметь смотреть и жить. Я видел многие карты, на котором пытаются вообще среди даже дагестанских народов не упоминают ауховцев. Вот. Как представителей проживающих там. А нохчу матидахча, цига нохчи духлара, циги нохчи дабан вахаушара, хи шиба эзер вахахараштиги. Валейкум ассалам, брат Руслан. Ну, ты прямо, я не знаю, когда я уже ближе к концу зашел эфира. Как... Руслан, как видишь, я в своей фирменной футболке сегодня, месяц Рамадан зашел, от всей души благодарю тебя, Руслан, за то, что подарил такую четкую футболку в этот священный месяц Рамадан. Дай Аллах, чтобы у тебя все было хорошо. Э, От души, брат. Много говорить не буду. От души. Буду носить с честью, гордостью вот от наших братьев-адыгов. Вот. И когда переехали,
Когда поселились там в 18-м, 19-м, это все только отговорки для того, чтобы, а, грубо говоря, не возвращать даже те земли, которые были. Уалейкум ассалам. И плюс ко всему еще одно я скажу. Смотрите, если вы говорите, что в 17-18 веке заселились на эти, даже, грубо говоря, в 17-18 заселились в эти земли, если мы верим в эти сказки и байки, гипотетически, возникает вопрос, а часть вот этого северного уже Дагестана, который за Кизляром, принадлежал вам в тот период или не принадлежал? Никогда в жизни за пределами Кизляра часть Дагестана не было. Даже Ауховский район не входил никогда в Дагестан до 1921 года. Не был вашим, чтобы было понятно, не был вашим. Там нету 500-летних там могил и так далее и тому подобное. Понимаете, проблема, когда, почему у вас все рассыпается? Когда есть автохтонные народы, такие как адыгейцы, нахчийцы, лезгины, нападки ваши смешны. Ну, давайте жить все на это наш общий дом, это Кавказ. Давайте все жить вместе, по добру, я не знаю, как еще вам сказать, с уважением относиться. Вот. А так вы начинаете говорить, это наша территория. Мы вам тогда предъявляем, говорим, да подождите, как она ваша может быть. Это не ваша территория. Вот. И так далее и тому подобное. Вы не можете там сделать свой национальный район, грубо говоря, ну, залазите, я не знаю, на соседнюю республику, которая уже свой регион, своя национальность утвердилась. А то, что мы принимали Сюли, они жили здесь, кто-то остался со времен имама Шамиля, так это ничего, это наша добродетель нашего народа. Потому что мы уважаем, ценим, вот. Но это далеко, они живут здесь не как захватчики, не как правообладатели этой земли, коими они не являются. У этой земли есть свой хозяин. Это Нохчи. Сегодня эта республика, здесь многонациональная республика, проживают разные национальности. Они граждане этой республики. Алхамдулилля, это хорошо. Но хозяева Нохчи. Вот. И когда вы что-то задеваете чеченского народа, э, знать, что будет ответ. Не нравится, что будет ответ. Многие говорят, что это не... Но смотрите, мы же с уважением относимся. И к Сюле относимся, и к даргинцам, и гунки относимся, и газгунки относимся с уважением. Разницы нету, будь то гири, будь то, там, я не знаю, другие народы. Это наш общий дом. Но оскорблять и задевать чувства друг друга, это уже неправильно. Этого нужно остерегаться. Я об этом говорю. На этой хорошей ноте, дай Аллах в этот священный месяц, дай Аллах, чтобы у нас все было хорошо, чтобы мы изучали историю, не задевая друг друга. Развивать, да, помогать друг другу, да, но не оскорблять, не унижать там. Никогда в жизни ни один Нохчи не поверит в то, что Бойс Харбиноевский там, был андейцем или был Сюлей. Никогда. Но мы верим, что он был, допустим, до последнего Шамилем. И когда Шамиль уже решил, уже все, хватит, он ушел оттуда. Это наше мнение. Будь оно правдой, неправдой, это наше мнение. И как мы это докажем, если мы сможем доказать, мы покажем. Если не сможем, это все останется на уровне легенд. Как и многие-многие другие вещи. Ну, там, прыгающие, там, я не знаю, 20-30 метров Наиб, который там перепрыгнул через реку, который даже сегодня самый сильный атлетический спортсмен ни с шестом даже не сможет перепрыгнуть. Есть же такие моменты, вы же все знаете прекрасно это. Много разных моментов есть. Байсангур Биноевский, Талхиг, Ахмад Автуринский, я не знаю, Джавадхан Даргоевский и так далее, и так далее. Сколько их, Батуко Шатоевский. Это были воины, это были
любимцы, они помогали строить имаму Шамилю эмиратство, Северокавказское эмиратство и так далее, имамат строить. Вот. До конца, сколько могли, держались, воевали, кормили, поили. Две столицы здесь, два самых великих сражения тоже здесь. Вот. Во время окружения, когда брали Гуниб, не было ни одного чеченца там, которые бы пришли пленить Шамиля с радостью и так далее и тому подобное. Это уважение. Многие любят Шамиля, уважают. Ну, некоторые там, я не знаю, относятся к нему как к исторической личности. Другие вообще считают, что не стоило ему там. Это мнение каждого человека. История рассудит, кто прав, кто нет. Я не отношусь и никогда не оскорблял его. Но у меня свое мнение, у вас свое мнение. Вы говорите, Байсангура не существовало. Мы говорим, что он был. Потом, оказывается, он был не Нохчи, он там, начинаете его приписывать. Но Байсангур Биноевский из исконно чеченского древнего тейпа Беной. И он был, и есть, и останется всю жизнь чистым Нохчи. То его вообще нету, то он там другой, третий, десятый. Стоит отдать должное Даному. Он сказал очень важные слова. Он сказал, что мы не можем на самом деле оценить весь масштаб этой личности. Но человек получал высокие ордена от имама Шамиля, был достойным его наибом. И сегодня кто-то там, он был, не был, осуждать его там, как мог там и так далее и тому подобное. А вообще-то некоторые ослы старые пытаются даже его как-то оскорблять. Но я даю вам голову на отсечение, если положить один волос Бойсхара Биноевского на весы, и этого болтуна, который сейчас болтает все, что попало, волос Байсангура Биноевского был бы намного сильнее, тяжелее, авторитетнее, чем этот болтун. Эти воины – это исторические личности, которые у нас были и есть, и которыми мы гордимся. Вот. Изучение истории, а, изучение истории – это очень важный фактор среди нашего, как говорится, народа. Поэтому будьте добрее, будьте умнее, будьте терпеливее, изучайте, читайте, узнавайте о нашей истории все больше и больше. На этой ноте, на сегодня, мы сегодняшний эфир заканчиваем. Всем огромная благодарность моим братьям. Адлану, брату, за то, что задонатил. Обеш мархабата, аятин доната, духуахвада, асаавер. Остальным братьям, завтра у нас будет эфир. Я надеюсь, я постараюсь сделать или в 10, или в 11 часов. Мы продолжим интересные моменты с нашей историей рассказывать. И если вы хотите поговорить вот так на интересную тематику, задавайте вопросы, ведите дискуссию. Конечно, не обязательно мы только по книге зачитывать. Будем общаться. Всем удачного дня. Я желаю всем завтра продержать достойно уразу во имя нашего Аллаха Всемилостивого и Милосердного. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. С вами был брат Башлам. До новых встреч. Если будут вопросы, пишите, задавайте. Все наши страницы работают. Инстаграм, Фейсбук, Телеграм, ВК, Ютуб, Твиттер. Все работает. Куда бы вы ни отправили, я неотвеченным не оставлю. Прочитаю, узнаю. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Ибраим, я отключаю, сохраняю, ты там уже замени, сам уже будешь знать, где что заменить.